В Кремле приветствовали договоренность о прекращении огня после пограничного конфликта на границе Таджикистана и Кыргызстана, сообщила пресс-служба ведомства. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия надеется, что принятое Таджикистаном и Кыргызстаном решение о прекращении огня позволит в дальнейшем избежать подобных эксцессов. Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. «Мы, конечно, обеспокоены этими новостями», — сказал представитель Кремля. Песков уточнил, что в России внимательно следят за новостями о конфликте на таджикско-кыргызской границе. Также свою обеспокоенность ситуацией в Центральной Азии выразил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Страны Евросоюза выразили готовность предложить свою помощь для урегулирования конфликта на таджикско-кыргызской границе. Также в ООН озаботились ситуацией на таджикско-кыргызской границе. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран готов помочь мирно урегулировать напряженность, возникшую на границе двух стран. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил уверенность, что стороны смогут должным образом урегулировать противоречия, отметив, что и Кыргызстан, и Таджикистан являются дружественными соседями и всеобъемлющими стратегическими партнерами Китая. Напомним, что конфликт на таджикско-кыргызской границе разгорелся вечером 28 апреля в верховьях реки Исфара. Две страны в течение продолжительного времени не могут поделить участок водораспределительного пункта Головной. Также на сегодняшний день демаркированы только 504 из 970 километров. Страны не могут договориться о судьбе более чем 70 спорных участков с момента распада СССР.